Заснеженная, щедрая лесная, бурлящих рек крутые берега, таежная от края и до края, земля Зарян, ты сердцу дорога. Брусничный дух, черемухи дыхание, лилового багульника настой. Не дышим мы, а пьем благоухание твоей земли суровой и лесной. Здесь юных лет все дорого и мило, к столетию вместе будем мы идти, чтобы обрести неведанную силу для дальнего и легкого пути. Как в гимне том союз наш нерушимый, единой стала нам судьба твоя. Поклонь тебе, нижайший край родимый, любимая республика моя. Любимая республика моя. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень радостно приветствовать всех на нашей встрече на подведении итогов марафона «Литературное открытие». Наша встреча началась с замечательного стихотворения, с посвящения нашей республике. Стихотворение это было написано несколько лет назад Станиславом Пахтушкиным. Называется оно «Республики Коми». И прочла его одна из участниц нашего марафона, Вера Ануфриева. Очень нам жаль, что сегодня мы не смогли собрать всех желающих поучаствовать в этом празднике, лично увидеть их, но в связи со всеми известными событиями мы смогли собрать только призеров из тех участников, из тех многих участников, которые приняли участие в нашем марафоне. Но как же все начиналось? Откуда же это самое литературное открытие? Все вы знаете, как знаменателен этот 2021 год. Он для нашей республики важный, юбилейный, и нам, Национальной библиотеке Республики Коми, очень хотелось поздравить наш любимый край, нашу республику, как-то особенно сказать какие-то особые, добрые слова нашему любимому краю, его деревушкам, городам, бескрайним лесам, озерам. И кто лучше это сделает, чем жители нашего края и нашей страны, тех, кто любит нашу республику, когда-то жил в ней или бывал. Ну, задумано, сделано. И мы придумали этот видеомарафон. Назвали его «Литературное открытие». Эй, прохожий, подходи, собирайся, публика! Мы сегодня не одни, с нами вся республика. Празднуем мы юбилей в нашем Коми-крае. Марафон литературный гордо открываем. Воспитаем мы любовь, многое узнаем. И принять участие всех вас приглашаем. Литературный марафон объявляется открытым. А что требуется для участия? Смотри, заходишь на сайт Национальной электронной библиотеки Республики Коми, выбираешь стихотворение о Коми-крае, снимаем видеоролик и отправляем на электронку. Теперь все понятно. С юбилеем, республика! Вот так все начиналось. Из этого замечательного ролика стало всем сразу понятно, что условия достаточно просты, но и важны. Нужно было снять видео, на котором вы читаете стихотворение, либо произведение в прозе, инсценировку показываете по литературному произведению, посвященному нашему краю. И было еще одно важное условие, о котором уже было упомянуто. Это произведение, которое вы берете для своего творчества, для своего шедевра, должно быть обязательно размещено в Национальной электронной библиотеке Республики Коми. Этот онлайн-ресурс – это действительно сокровищница различных произведений о нашем крае. Вы могли взять и произведения современных авторов, либо обратиться к классикам, поэтам и писателям прошлого. Имена Ивана Куратова, Серафима Попова,
Это те имена, которые знакомы нам с детства. Но подробнее о нашем марафоне, о том, как он проходил, о сложной работе жюри расскажет директор Национальной библиотеки Республики Коми Алексей Анатольевич Просужих. Добрый день, дорогие, я бы, наверное, не побоюсь этого слова сказать, жители Устюмского района, дорогие мои коллеги. В первых словах своего приветствия я хочу искренне поблагодарить руководителя Устюмской центральной библиотечной системы Бирюкову Елену Николаевну за то, что она согласилась с большой охотой принять нас в стенах этой уютной библиотеки. Мы впервые подводим итоги республиканского конкурса в районах. И это на самом деле неспроста, так как на конкурс «Литературное открытие» у нас поступило приняли участие 86 участников, которые представили 62 работы. Компетентное жюри, которое состояло из режиссеров, телеведущих наших телеканалов, специалистов Национальной библиотеки, очень тяжело и долго и трепетно оценивали эти работы. Причем оценка проводилась независимо, то есть каждый из членов жюри самостоятельно отбирал понравившиеся работы. Баллы суммировались. География нашего конкурса еще более впечатляет. У нас самая восточная точка – это поселок Андра Ханты-Мансийского автономного округа, а самая западная – это город Москва. Это выходцы республики, которые узнали о нас, писали нам, присылали нам свои видеоматериалы и присылали нам свои работы. А возраст участников от 4 до 65 лет. Это поистине замечательно и поистине удивительное событие. Но данное мероприятие, наверное, не состоялось бы, если бы недавний партнер Национальной библиотеки Республики Коми, Банк Открытия и его управляющий Липатников Максим Владимирович, которому я искренне благодарен за то, что он поддержал этот конкурс, он нам помог с организацией, помог сформировать призовой фонд, был все время рядом с нами, принимал активное участие во всей нашей работе. И, Максим Владимирович, я хочу от имени по поручению наших коллег Национальной библиотеки и всего библиотечного сообщества, я надеюсь, вы будете не только меценатом Национальной библиотеки, но и всей библиотечной системы, вручить вам вот такое скромное благодарственное письмо. Библиотечной системы Устюмского района мы привезли замечательные книги. Ксения сейчас мне подаст. Это удивительный двухтомник, который был выпущен библиотекой иностранной литературы и посвящен Маргарите Ивановне Рудомино, известной личности, которая стояла у истоков создания библиотеки иностранной литературы, город Москва. Такой двухтомник есть в Национальной библиотеке, и такой теперь есть в Центральной библиотечной системе Устюмского района. Ну и здесь серия книг от наших партнеров. Вот такая азбука интернета от компании Ростелеком. Традиционная библиотека от Сбербанка для предпринимателей. Ну и истоки тульской археологии, это тоже от коллег из Тульской области. Поэтому, да, такие вот подарочки. А я предлагаю продолжать. И, Елена Николаевна, давайте уже, заждались мы с победителями. Ну что ж, у очень авторитетного жюри, в которое входили режиссер Инга Гаузинская, ведущие радиотелекомпании «Комигор» Катерина Борш и Алексей Анатольевич Просужих, была непростая задача из более чем 60 работ отобрать всего 3.
Тем более, что работы все были исключительно замечательные. Вот стоит только посмотреть одну, пожалуй, самую высокотехнологичную, и просто мысленно посчитать, сколько же было использовано там технических средств. Давайте вместе это сделаем и посмотрим ролик «Зарань и Пера», который предоставил на конкурс Усть-Вымская НТС. Высоко над землей, на небе, жили бог Йен и его дочь Зарань. Тихо и спокойно текла их жизнь. Вокруг было одно небо, ровное и голубое. Скучно стало Зарани на небе. Отец, мне скучно здесь. Пусти меня на землю. Что там смотреть? Плохо на земле. Горы, овраги, да дремучий лес Парма. А в нем бродят страшные звери. Медведи. Не пущу! Сиди дома. Очень хочется попасть на землю. Авось не тронут меня эти медведи. Только вот как мне спуститься? Тут увидела Зарань радугу. Радуга, радуга, позволь мне по твоей спине с неба на землю сойти. Зарань бросилась со всех ног бежать по радуге. Она быстро пробежала весь путь и ступила на зеленую землю. Вдруг кто-то ее спрашивает. Кто ты такая? Я Зарань, дочь бога Йена. А ты кто? Я охотник, хозяин здешних мест. А зовут меня Пера. Зачем ты спустилась с неба сюда? Скучно мне на небе. Хочу посмотреть на землю. Что ж, будь гостьей. Покажу тебе всю земную красоту. Повел охотник Пера девушку по своим владениям. Показал ей леса и поляны, горы и долы, реки шумные и ручьи светлые. Очень понравилась Зарани Парма, и Пера ей понравился. Очень мне здесь нравится. Хочу я подольше пожить в твоих владениях. Оставайся насовсем. Пусть моя земля будет и твоей. И осталась Зарань жить на земле. А тем временем хватился бог Йен своей дочери. По всему небу ее искал, не нашел. Глянул на землю и увидел свою дочь в доме земного человека. Возвращайся, дочь, скорее домой! Не хочу на небо, хочу жить на земле с Перой. На земле ты будешь жить в темном лесу, есть грубую земную пищу. Все равно я останусь на земле. Тебе придется терпеть лишения, нужду, тяжелый труд и болезни. Одумайся, пока не поздно. Нет, я больше никогда не вернусь на небо. Рассердился Йен и напустил на землю великую жару. Перетерпели Пера и Зарань, но Йен шлет новое испытание. Обрушил на землю невиданные ливни. Пера и Зарань построили плот и спаслись. Новое наказание придумал Йен. Он увел от земли солнце, и наступила на земле стужа. Парма укрыла их от ветра и холода. Долго не пускал Йен солнце освещать и греть землю, а когда оно осветило землю, посмотрел Йен вниз и глазам своим не поверил. Что я вижу? На берегу реки, радуясь солнцу, поют и пляшут люди, целое племя. Вот только эта женщина, которую они зовут своей матерью, такая же ясноглазая, как моя дочь Зарань, только волосы у нее не золотистые, а седые. Скажи мне, кто ты такая? Я твоя дочь Зарань. А кто эти люди, которые веселятся вокруг тебя?
Это наши с Перой дети. А твои внуки. Так на земле появилось племя Перы, предки коми народа. Чоламалам, чужанмунымыз, коми республиканымыз. Щовача юбилеем! Ну, потрясающе совершенно. Столько техники, и квадрокоптер, и хромакей, вот специальная цветная ткань, на фоне которой вы можете оказаться, участники ролика могут оказаться где угодно, да хоть на Луне. А какие костюмы, актерская игра, ну, достойно восхищения, коллеги, спасибо. Ну, а сейчас настал самый главный, важный момент вручения призов и чествования наших победителей. Жюри определило судьбу 3 призовых мест, и я приглашаю для вручения призов и приветственного слова Максима Владимировича Липатникова. Дорогие друзья, здравствуйте. Я очень рад, что этот день наконец-то настал, и мы можем раскрыть интригу и подвести итоги назад победителей конкурса, который мы придумали в начале прошлого года, литературное открытие. Я благодарен коллективу Национальной библиотеки Алексею Анатольевичу, потому что вы провели гигантскую работу и при запуске этого конкурса, и особенно при подведении итогов. Я понимаю, что выбрать лучшую работу, особенно если в этой работе участвует ребенок, это очень тяжело, это всегда сложный выбор. Ты не можешь сделать 10 первых мест, 15 вторых и 30 третьих, как бы тебе этого не хотелось. Мы сегодня будем награждать победителей, но в конкурсе проигравших нет, потому что вы участники, которые набрались смелости, которые потратили свое время, свою силу и создали вот такой ролик, отправили его в библиотеку. Вы должны понимать, что в интернете ничего бесследно не проходит. Этот ролик, он уже, по сути, он вечный. И когда-нибудь, лет через 50, кто-нибудь, вполне возможно, этот ролик будет смотреть и удивляться. Конечно, это будет казаться уже не верх технического совершенства, но эмоции, они сохраняются, эмоции, они вечные. Давайте не будем дальше оттягивать. Хочется все-таки людей поздравить, потому что вы действительно этого заслужили. Спасибо. Да, и начнем мы с бронзы, с 3-го места. Сегодня победители и призеры 3-го места, к сожалению, не смогли быть здесь. Они слышат, мы надеемся, или услышат нас позже онлайн. И это целая группа из села Зеленец, Тывинского района, из Зеленецкой библиотеки. Я бы хотела сразу назвать имена призеров. Попова Юлия Николаевна, Мамонова Анастасия, Апарин Тимофей, Скобелева Элина. Само жюри отметило особенно артистизм участников. Поздравления. Ребята очень творчески подошли к своему ролику. В видео есть и архивные современные фото села, и фоновая песня. Давайте посмотрим их ролик. Речушка малая струится среди зеленых берегов, а по ночам мне часто снится земля-то дедов и отцов. Здесь по-особенному спится, тут даже небо голубей, и где там воздух у столицы сравнится с дымкой полей. Перебежишь по жердочкам речушку, которой донышко видать, и вспомнишь, как еще девчушка ходила с мамой полоскать. О, как любила я с рассветом белье струями омывать, свои девчоночьи секреты подружки речки поверять.
На берегу читала книжки, журчит речушка. Поняла, что синеглазый взгляд мальчишки со мной в душе уже 3 дня. Как быстро детство пробежало, в потоке игр, забот и дел. И расставание настало, такой уж отчих мест удел. Быть может, выбор мой и верен, здесь есть и все, и ничего. А по ночам мне снится берег и речушки детства моего. Юбилей – это необычный день рождения, это рубеж, время анализа итогов и постановки новых задач. Нигде на всей планете нет таких ярких красок, таких времен года, как у нас. Природа Коми увековечена в песнях, картинах, книгах, фотографиях. Самое главное богатство Республики Коми – это ее жители. Люди смелые, выносливые, гостеприимные, морозоустойчивые. От души поздравляем тебя, Республика Коми, с круглой датой. Пусть те достижения, с которыми ты подходишь к яркой цифре, подарят силы и вдохновение для новых свершений. Всем крепкого здоровья, добра и благополучия. Спасибо участникам из Зеленца за такое трогательное и непосредственное поздравление и свой приз, USB-флешку, и диплом у участника и победителя обязательно будет им вручен, дойдет до них. А сейчас 2 место – серебро и снова Пера и Зарань. Сказание народа Коми читает Снежана Николаевна Исакова, село Айкино, Усть-Вымский район. Высоко-высоко над землей на небе жили бог Йен и его дочь Зарань. Тихо и спокойно текла их жизнь. Вокруг было одно лишь небо, ровное, голубое, ни гор высоких на нем, ни оврагов глубоких, ни рек текучих, ни лесов дремучих. Скучно стало Зарани на небе. Смотрит она вниз на землю, а земля не то что небо. В одном месте зеленеет лесами, в другом желтеет полями, и реки по ней бегут, и леса стоят, и горы возвышаются. Смотрела Зарань на землю и однажды сказала Йену: «Отец, мне скучно здесь, пусти меня на землю посмотреть». «Что там смотреть? Плохо на земле, одни горы да овраги, да дремучий лес Парма, а в нем бродят свирепые звери-медведи». Не пустил Йен дочку на землю. Прошел день, другой, третий, а у Зарани из головы не выходят мысли о земле. Все думает она, каковы же горы да овраги, что такое дремучий лес Парма. Очень хочется ей увидеть все это своими глазами. Тут Зарань увидела радугу, которая через все небо перекинулась до земли достала и пьет воду из лесной реки. «Радуга, радуга, позволь мне по твоей спине с неба на землю сойти!» «Иди, только спеши, я как водицы напьюсь, так сразу же в небо поднимусь». И побежала Зарань по спине радуги вниз и ступила на зеленую землю. Вдруг она слышит, кто-то ее спрашивает: «Ты кто такая?» «Я Зарань,
дочь бога Йена. А ты кто? А я охотник, хозяин здешних мест. А зовут меня Пера. Зачем ты спустилась с неба сюда? Скучно мне на небе. Хочу посмотреть на землю. Что ж, будь гостьей. Покажу тебе всю земную красоту. И повел охотник Пера девушку по своим владениям. «Хочу я подольше пожить в твоих владениях», — говорит Зарань Пере. Оставайся насовсем. Пусть моя земля будет и твоей. И осталась дочь бога Йена жить на земле. Тем временем хватился бог Йен дочери, а ее нет нигде. По всему небу он искал ее, не нашел. Глянул на землю и увидел свою дочь Зарань в доме земного человека на берегу реки. Приказал Йен радуге наклониться к земле и говорит: «Возвращайся, дочь, скорее домой». «Не хочу на небо, отец, я хочу жить на земле». «На земле ты будешь жить в темном лесу, ходить узкими звериными тропами, есть грубую земную пищу». «Все равно я останусь на земле». «Тебе придется терпеть лишение и нужду, тяжелый труд и болезни. Одумайся, пока не поздно». Поглядела Зарань на Перу и ответила отцу: «Нет, я больше никогда не вернусь на небо». Рассердился Йен и напустил на землю великую жару, ливни и стужу. Но скрылись Пера и Зарань в чаще Пармы. Парма укрыла их от ветра и холода, от ливней и солнца. В Парме охотник Пера добывал дневное пропитание. А спустя много лет, когда Йен посмотрел на землю, то глазам своим не поверил. На берегу большой реки, радуясь солнцу, пели и плясали люди, целое племя. И была среди них женщина, которую не все называли матерью. Была она такая же ясноглазая, как его дочь Зарань, только волосы у этой женщины были не золотистые, а седые. «Скажи мне, женщина, ты кто такая?» — спросил Йен. «Я дочь твоя, Зарань», — ответила она. «А кто эти люди, которые веселятся вокруг тебя?» «Это наши с Перой дети, а твои внуки». Так на земле появилось племя Перы, предки Коми народа. С юбилеем, родная республика Коми! Чужан Лунантене! Нужно сказать, что в этом конкурсе принимала и дочь Снежаны Николаевны Милана. Вообще очень приятно, что в нашем марафоне принимали участие целые семьи. Это семья Хрусталевых, Королевых и другие. Здорово, когда люди вместе творят, члены одной семьи, вместе читают. Это так объединяет, что особенно ценно в наше, в общем-то, непростое время. Ну, а сейчас, внимание, первое место. В марафоне «Литературное открытие» видео поздравления жителей Республики Коми присуждается Анастасии Федяевой, село Усть-Вым, Усть-Вымская библиотека. Анастасия прочитала отрывки из целых 3 произведений. Мы посмотрим ролик Анастасии. Наша республика славится своей самобытностью, национальным колоритом, уникальным культурно-историческим наследием, природными богатствами и гостеприимными жителями. Вековой юбилей – особое событие в жизни республики. Он объединяет всех, кто горячо любит свою малую родину, уважает и бережет традиции, всем сердцем радеет за ее будущее. И любовь к моей республике я хочу выразить через любовь к своей малой родине. Есть такое понятие «малая родина» – место, где человек появился на свет, где начинали род его предки. Своей малой родиной я называю наше село Усть-Вым. Усть-Вым – это Стефан Пермский и Коми письменность. Усть-Вым – это христианизация народа Коми и основание владычного града Усть-Вым. Усть-Вым – это очарование северной природы, древнейшая история и уникальная культура. Усть-Вым – это богатые душой и щедрые сердцем люди, усть-вымчане. Усть-Вым – это бережно хранимая память о прошлом своей малой родины.
Усть-Вым – это мы, новое поколение, и мы тоже часть будущей истории села. О нашем селе можно найти информацию во многих источниках, но я предпочитаю книги. Итак, я в Усть-Вымской библиотеке имени Николая Михайловича Дьяконова. Например, множество исторических фактов можно найти в научно-популярной литературе. Историческая хроника. Республика Коми с древнейших времен. А 1380 Стефан Пермский основал Усть-Вым, которая стала центром христианизации Коми-края. Тут был построен молитвенный дом, первый в Вычегодском крае. По его инициативе была учреждена Пермская епархия с центром в Усть-Выме. В художественной литературе хорошо описан городок Усть-Вым в книге «Мальчик из Перми Вычегодской» Владимира Тимина. Город Усть-Вым стоял на правом берегу чистоводной Выми. Высокие городские холмы, увенчанные церквями, виднеются издалека. У каждой церкви свое имя. Самая высокая – Благой Вести, Благовещение. Ее построили по приказу Стефана. Вокруг города стояли остроконечные изгороди, защита от врагов. Защищал город и ров, наполненный водой. Дома городских жителей гнездились на склонах холмов. Год от года число домов росло. Их было уже столько, что они не помещались в ограде. Река Вым у всех перед глазами. Окна домов смотрели на нее. За спиной города лес, густой, высокий, до небес. Или, например, в поэзии душевные лирические строки Федора Щербакова. Льются вальсы из каждого дома, рвется вым из подарки моста, и глядят на меня незнакомо незабытые с детства места. Когда я на Вым приезжаю, иду вдоль реки не спеша, тоску по родимому краю опять забывает душа. История села Усть-Вым неразрывно связана с историей Коми-края. Девять северных параллелей пересекают эту землю. 10 европейских государств уместились бы на ней. Кладом несметных богатств называют ее геологи. Край древнейших памятников культуры, девственных лесов и трудолюбивого народа. Земля эта – Республика Коми. Мой дом, моя родина, с любовью. Анастасия, приглашаем вас за тем призом, который вы получаете по праву. Поздравляем. Спасибо вам огромное за такое великолепное поздравление, великолепный ролик. Ну что ж, я думаю, все уже поняли, почему мы проводим нашу церемонию здесь, в Усть-Вымском районе. 2 из 3 победителя именно отсюда. И это еще не все. Но сейчас я предлагаю немного отвлечься от таких торжественных моментов и проверить свои знания. Давайте проверим себя. Ответим на вопрос, кто из авторов стал самым популярным, самым востребованным в нашем рейтинге участников нашего марафона. Для того, чтобы нам было легче сориентироваться, мы посмотрим отрывок одной из участниц, которая использовала произведение именно этого автора. Нет белоночия безбрежней, когда цветут тополя. Нет в мире земли белоснежней, чем Коми родная земля. Полярное наше сиянье сравню я с весенней зарей. От века мы все россияне, под небом России родной. И пусть, может, слышал не каждый о нашей таежной красе. С любовью, с удвоенной жаждой мы трудимся здесь,
как и все. Нам верный помощник Печора, великая наша река. А сопки во мгле этой черной, то друга Урала рука. Но нет белоночия безбрежной, когда цветут тополя. Нет в мире земли белоснежней, чем Коми, родная земля. Ну что, кто-нибудь узнал, кто автор этих строк? Назовем все вместе. А это Альберт Ванеев. Вот кто-то узнал, но, наверное, постеснялся сказать, а напрасно. Смотрите, да, это, можно сказать, еще один победитель нашего марафона. Но и это еще не все. Сейчас остался у нас один и очень волнительный момент, потому что в работе нашего жюри им помогали и вы, наши зрители, пользователи наших соцсетей, те, которые следят за нашей страничкой ВКонтакте, за работой нашей библиотеки и, собственно говоря, следили и болели за участников нашего марафона. И сейчас мы будем вручать приз зрительских симпатий человеку, который получил в нашем конкурсе самое большое количество лайков. 889 лайков. Это современная валюта, очень важная. И это участник, конечно же, из Устюгского района, из поселка Жешер, Торлопова Дарья. Есть ли у нас Дарья, получившая большее количество лайков? Дарья, поздравляем! Вы получаете необычный приз – картину известного художника-этнофутуриста Юрия Николаевича Лисовского. Вот такие зрительские симпатии приносят такие приятные моменты. Сторона, суровый север, здесь зыб лесов, здесь край цветов и вьюг. Люблю, когда цветет пахучий клевер, родных лугов медово-пряный круг. И васильки, куда ни кинешь взором, как будто небо обнялось с землей. Чудесно сотканным и редкостным узором, в восторге замерла тиши передо мной. Ручьи студеные, ворча спешать не смело, сбегая в реки полные водой. В бескрайней тундре быстро и умело ведет вожак оленей за собой. Край вечных льдов, окраина планеты, здесь лето красного, короток теплый путь. Но кто хоть раз встречал твои рассветы, тот в ночи белые не думает уснуть. И дорог мне понятен север милый, и моросящий дождь тревожит нежный слух. И тяжесть туч свинцовых дарит силы, ласкает сердце тополиный пух. С юбилеем, любимая республика Коми! Мичимы до Себмы, Дона Комиму! Я хотел действительно сказать слова благодарности Юрию Николаевичу Лисовскому, потому что он не первый раз поддерживает конкурсы, которые мы проводим. И вот эта картина, которую вы видите, она достаточно символична.
на обороте написано ее название. Это, по сути, наверное, самый дорогой приз этого конкурса, потому что все остальное вы можете купить в магазине, а вот эту вещь вы вряд ли где-то купите. И если даже Юрий Николаевич вам нарисует такую же картину, это будет уже другая картина, потому что он рисует сам, это не принтер. Каждый раз, каждая новая картина, она чем-то отличается. И я помню вот слова Алексея Анатольевича по поводу того, что надо поддерживать библиотеки. Мы с удовольствием поддержим, но, конечно, мы нашу любимую национальную библиотеку поддержим, Алексей. Хочу подарить книгу, развивающая книга. Тут ничего о бизнесе, здесь только о личности. Название достаточно провокационное. Я надеюсь, что внимание ваших читателей она получит. И такую же книгу я хотел оставить здесь, Вайкина, в вашей библиотеке. Эта книга будет очень полезна и молодежи, и тем людям, которые стоят на распутье, которые не знают, куда им двигаться дальше. Пожалуйста, приходите, читайте, принимайте решения. Спасибо огромное. Столько подарков, уникальных подарков. Но, к сожалению, все когда-то заканчивается, и наша встреча подходит к концу. Мы еще раз поздравляем всех победителей нашего марафона, всех его участников, потому что все, что вы нам прислали, останется не только у нас. На это смогут смотреть все, кто пожелает, а я думаю, таких окажется немало. Читайте книги и вперед к новым знаниям, к новым подвигам и к новым литературным открытиям. Спасибо. Ну и я дополню Елену Николаевну в самом конце. Дорогие друзья, в следующем году Национальной библиотеке 185 лет. Мы уже сегодня делаем план юбилейных мероприятий, и мы планировали запустить его с 1 ноября, потому что 1 ноября следующего года мы будем праздновать 185-летие. Сейчас мы немножечко запустим его попозже, но, поверьте мне, будет достаточно много интересных конкурсов, которые мы реализуем с нашими партнерами. Участвуйте, читайте, выигрывайте. Берегите себя, здоровья вам, благополучия. И спасибо, что вы с нами. Спасибо.